Много талантливых и одаренных людей родил якутский народ. Недаром об его удивительных способностях говорили все исследователи якутского края с давних времен. Но, признавая сейчас выдающиеся заслуги всех ближайших соратников и наиболее заслуженных его земляков, людей тоже талантливых, глубоко преданных якутскому народу и посвятивших ей свои дела и судьбы, все же не можешь не констатировать, что именно он был среди них явлением исключительным и уникальным. Эти слова посвятила выдающемуся государственному и политическому деятелю страны Максиму Кировичу Амосову исследователь его жизни, журналист Ираида Клеорина, знавшая его лично. 22 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения этого славного сына якутского народа, прозванного Максимом Ярким. Удивительно насыщена его жизнь, прерванная на самом взлете в 40 лет. За свою короткую жизнь он сделал неимоверно много дел, сделавших его имя легендарным. Активный участник установления и укрепления советской власти, образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики, развитие национальной культуры ее народов, проведение демократических преобразований, Максим Кирович Амосов всю свою жизнь пропагандировал идеи дружбы народов и интернационализма. Будучи представителем ЯССР при ВЦИКе, председателем Совнаркома ИЯЦИКа, организовал и руководил научной экспедицией Академии наук СССР по изучению производительных сил Якутии. Находясь на ответственных партийных и государственных постах в Якутии, Москве, Казахстане и Кыргызстане, Максим Кирович диалектически сочетал социально-политические и экономические проблемы и национальные интересы каждого народа. Он был стойким и принципиальным борцом за справедливость и правду, равенство и суверенность народов России. Праздником народов Якутии, России, Казахстана и Кыргызстана стал торжественный вечер 22 декабря в постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в Москве, посвященный столетию со дня рождения Максима Кировича Амосова. Максим Кирович Амосов родился, как вы знаете, по Тырыкскому наследию. В прошлом году вышла книга «У истории кыргызской национальной государственности» в Бишкек, 1996 год. Здесь тоже с большой скрупулезностью киргизский народ собрал все то, чем он может по праву гордиться. И меня поразил эпиграф к этой книге. Эпиграф следующий. Долг живых достойно оценить жизненный путь, светлые дела, патриотизм, прекрасные деловые и духовные качества выдающихся личностей. Невозможно без учета уроков ушедших учителей, освоения их бесценного опыта продолжать дела и помыслы нынешних и будущих поколений. И в докладе заместителя постпреда республики Василия Захарова и в воспоминаниях и выступлениях дочери Максима Амосова Яны Максимовны, якутских ученых, ответственных работников посольств Казахстана и Кыргызстана и представителей якутской общины в Москве было отмечено, что он остается образцом патриотизма, интернационализма, государственного подхода к делу, дальновидности в политике, самоотверженности в работе. На вечере приняли участие внуки Амосова. Внучка, вернее, правнучка, да, Максимова, Катя Амосова. Встань, Катя, встань. Ее папа сейчас Максим Амосов, а его жена, вот Олечка, здесь пришла. Правнук Максима, вот Юра. Его жена Машенька. Ну, здесь мой муж Юрий Георгиевич Красников. Вот. Ученый, физик он у нас. И много наших верных, близких друзей. И, конечно... Теплые слова признательности и памятные подарки семье Амосовых передали представители Фонда будущих поколений, благотворительной общины «Якутский дом», акционерное общество «Север» и многих других объединений многочисленной якутской общины в Москве. Казахи подарили постоянному представительству республики вытканный лучшими мастерицами ковер-портрет Максима Амосова. Исполнили песни, прочли стихи. За день до этого на его родине в селе Хатырык Намского улуса состоялось открытие нового здания мемориального музея Амосова.
После вручения директору нового здания символического ключа, приехавшая на торжества дочь Максима Кировича Лена Максимовна, родственница Амосова, основательница музея Мария Алексеевна Хлопкова и заместитель председателя правительства Республики Екатерина Семеновна Никитина перерезали ленту, открыв этим новое каменное здание мемориального музея Максима Кировича Амосова, построенное по заказу правительства Республики в связи с его столетием. Такой чудесный дом, который станет домом Максима Кировича Амосова на родной его земле, в родном его Петербурге. Говорят, что в конце века и на стыке эпох, что является сейчас вот наш момент, появляется много одаренных личностей. 100 лет прошло, я надеюсь, что вот в этом году или 2 года назад, или еще через год родится здесь еще один, не Максим, не Амосов, но такой же яркий человек, который поймет все нужды своей родной страны, своего уголка, и будет такой же яркой и одаренной личностью. Я хочу сказать, что Намская земля в конце столетия подарила своей республике целую плеяду выдающихся соотечественников, о которых все мы знаем, все мы помним. И я надеюсь, что эта традиция продолжится и будет российская земля, якутская, катырская земля своих плодов рождать во всех областях. На торжественном открытии нового здания мемориального музея выступили глава администрации Намского улуса Александр Николаевич Идреев, депутат Государственного собрания Иль-Тюмен Александр Николаевич Жирков, директор Института языка, литературы и истории Василий Николаевич Иванов и другие. Нужно отметить, что музей в родном селе Максима Кировича работает уже 35 лет. Здесь собрано много материалов о славном земляке. В этот день коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Многочисленные гости музея поздравили сельчан со славным юбилеем и пожелали, чтобы это прекрасное новое здание стало центром культурного и духовного общения, воспитания подрастающего поколения на примере жизни Максима Кировича Амосова, родившегося в этой красивой местности огромной Якутии. К памятнику своего деда возложил венок его внук, сын Лены Максимовны Амосовой, ученый-физик Максим Владимирович Амосов, приехавший из Москвы. Почетные гости торжества возложили венки от президента республики, Государственного собрания Иль-Тюмен, правительства республики и администрации Намского улуса. Затем, после посещения ими организаций наслега, состоялось торжественное собрание общественности хатырыкского наслега Намского улуса. Во время пребывания в нашей республике Лена Максимовна Амосова посетила мемориальный дом-музей своего отца в Якутске, где собран богатый материал о жизнедеятельности Максима Кировича Амосова. Она подарила музею привезенные ею старые книги и копии рисунка, сделанного самим Максимом Кировичем, где он изобразил троцкиста Каменева. В сохранении части архива Максима Кировича велика роль спутника его жизни и соратника Раисы Израилевны Цугель Амосовой, активного политического деятеля, возглавлявшего в свое время якутский комсомол и горком партии. Она воспитала и вырастила 3 дочерей Максима Кировича – Алиту, Яну и Лену. 22 декабря в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности республики, посвященное столетнему юбилею Максима Кировича Амосова. Заседание вел председатель оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий, председатель правительства республики Валентин Петрович Федоров. С большим докладом выступил президент республики. Мы сегодня отмечаем столетие со дня рождения
яркого сына народа Праха, выдающегося политического государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Максим Кирович прожил на свете чуть больше 40 лет. Из них более 20 лет посвятил борьбе за утверждение свободы и справедливости за лучшую долю родного народа. Будущих перехлёстов первой половины 20 века, выпавший нелегким грузом на плечи народа, да и во всей истории Якутии, не найти другой личности, чьим именем связано столь много судьбоносных идей и решений, как кроме Максима Кировича Амосова. Имя его стало легендой, символом общественного возрождения и нового устройства жизни. С воспоминаниями об отце, словами благодарности за сохранение его памяти выступила Лена Максимовна Амосова. От имени земляков приветственную речь произнес глава администрации Намского ЛУСа Александр Николаевич Идреев. Любой народ славен своими видными людьми. Повсеместно в республике отмечались юбилейные даты Платона Алексеевича Юнского, Василия Васильевича Никифорова, Ильи Егоровича Белокурова, Степана Васильевича Васильева и других. А этот 1997 год стал годом столетия Максима Кировича Амосова. Эти юбилейные даты были не только праздниками, а прежде всего оставили неизгладимые следы в умах и сердцах нашей молодежи, нашей общественности. Теперь она помнит правдивые исторические факты о тех, кто стоял и боролся в начале века за счастье всего народа республики. За установление такой благородной традиции по увековечению светлой памяти выдающихся сыновей народа выражаем искреннюю благодарность нашему президенту Михаилу Юрьевичу Николаеву, правительству и парламенту республики. Наш земляк Максим Кирович Амосов за свою короткую жизнь так многое сделал за будущее своего родного народа. Его жизнь была чрезвычайно насыщенной. Из данного доклада Михаила Юрьевича Николаева еще раз вы убеждаете, какой глубокий неизгладимый след в нашей памяти оставил Максим Кирович Амосов. За несколько лет работал за районной его автономной Якутии. Его светлый ум, исключительный талант как государственного деятеля, текучая энергия как человека поражает каждого из нас. На торжественном вечере состоялась церемония вручения государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова в области государственного строительства за 1997 год. За выдающуюся подвижническую и общественную деятельность в области государственного строительства республики, большой вклад в укрепление международного авторитета и общественно-политической стабильности Республики Саха-Якутия присудить государственную премию Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова в области государственного строительства за 1997 год Широкову Вячеславу Анатольевичу, президенту акционерной компании «Алмазы России Саха». Ректору Якутского ордена Дружбы народов Государственного университета имени Максима Кировича Амосова, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия. Президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев.
23 декабря в центре Намского улуса, селе Намцы, состоялось возложение венков к памятнику Максима Кировича Амосова от президента республики, Государственного собрания Иль-Тумен, правительства республики и администрации Намского улуса. С утра в Центре творчества и досуга села Намцы состоялась научная конференция, посвященная теме Максим Кирович Амосов, выдающийся общественный и государственный деятель. С основным докладом выступил председатель Палаты Республики Госсобрания Иль-Тумен Егор Михайлович Ларионов. В выступлениях приняли участие профессор Макаров, другие преподаватели Якутского университета имени Амосова, представители различных организаций. Участники конференции поделились своими мыслями о жизни и деятельности Максима Амосова, дали оценку его деятельности в политике, экономике, социальном и культурном строительстве, духовном развитии края. С интересной информацией выступила главный специалист торгового представительства Республики Саха-Якутия в республиках Кыргызстан и Казахстан Лилия Иннокентьевна Сексенбаева. Надо сказать, что Асхат Хамидуллин продолжает заниматься изучением жизни и деятельности Максима Кировича Амосова. У него собрана масса очень редких архивных материалов и собран новый, совершенно еще нигде не появившийся материал как раз вот о киргизском периоде жизни Амосова в Киргизии. Асхат Хамидуллин на встрече с нами сказал: я знал и встречал много разных интересных людей, но никто так не запал мне в душу, как Максим Амосов. Сказочная личность. Со слов Хамидуллина, Максим Амосов был очень популярным в то время человеком. Люди уважали его за честность и поразительную работоспособность. Он прекрасно ладил со всеми, превосходно знал казахский язык. Ибо есть такие известные слова Максима Кировича: нельзя уважать и любить народ, не проникнув в культурную сокровищницу языка народа. В юбилейный год по казахскому радио неоднократно звучали радиопередачи о Максиме Кировиче Амосове на казахском, на русском языках. В республиканских газетах были публикации, посвященные столетию Максима Кировича Амосова. Его имя носит одна из улиц Караганды. Были налажены тесные контакты с архивными работниками областей, где работал Максим Кирович. Мы получили доступ к архивным материалам, которые раньше хранились только под грифом «секретно». Надо сказать, что личность Амосова вызывает огромный интерес очень у многих рядовых, простых тружеников. И очень многие восхищаются этой неординарной, очень способной, легендарной личностью. 8 ноября в городе Уральске состоялось открытие мемориальной доски на одном из зданий, где работал Максим Кирович Амосов. Надо сказать, что мемориальная доска изготавливалась в городе Алмате известным скульптором Павлом Ивановичем Шороховым. Также в музеях города Алматы, Уральска, Петропавловска также развернуты экспозиции, посвященные столетию Максима Кировича Амосова. Хочется сказать, что работа над изучением жизни и деятельности Амосова должна быть и будет продолжена. Сложилось так, что суровые просторы Якутии и бескрайние степи Казахстана теперь навечно связаны причастностью к судьбе этого замечательного человека, который навечно объединил два братских народа – якутов и казахов. В довершение нужно напомнить, что в середине ноября прошедшего года в Казахстане было отмечено столетие Максима Кировича Амосова. Туда выезжала делегация нашей республики во главе с первым заместителем председателя республики Семеном Николаевичем Назаровым. В городе Уральске была открыта памятная доска. В музеях Казахстана выставлены экспозиции в музеях. Прошли встречи с руководством республики и исследователями деятельности Максима Кировича. Участники конференции отразили роль Амосова в золотодобыче, его образ в якутской литературе, сделали много различных выступлений. Во второй половине дня прошло собрание общественности Намского улуса под председательством главы улуса Идреева. В основном докладе Валентина Федорова и других выступлениях были отмечены такие стороны Максима Кировича, как большое ораторское искусство, лингвистические способности Максима Кировича. Кроме якутского и русского, он свободно владел татарским, казахским, киргизским, узбекским языками, знал немецкий, английский, хуже говорил по-французски. Выдающийся талант Амосова как настоящего руководителя трудящихся масс, организатора крупного промышленного и сельскохозяйственного производства, культурной жизни и быта населения раскрылся в строительстве Большой Караганды. В торжествах приняли участие главы Вилюйского улуса Анастасия Павлова, первый замглавы города Нерингри Борис Бубякин, глава Татинского улуса Василий Кашкин, поэт Иван Арасунский, первый проректор Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова Анатолий Алексеев,
Вице-губернатор Венкийского автономного округа Геннадий Маймага и другие лица. Состоялось награждение передовых работников Улуса. Так, 5 были удостоены заслуженных званий. Группе передовиков награждена грамотами правительства. Лена Максимовна и Яна Максимовна удостоены звания «Почетный гражданин Намского Улуса». Были вручены также знаки 100 лет со дня рождения Максима Амосова и стипендии имени Амосова. Мемориальный дом-музей Максима Кировича Амосова в эти дни распахнул свои двери для всех желающих. Здесь проводится выставка подлинных документов Амосова из фондов Национального архива. В экспозициях представлены рукописи, тетради, учебники, которыми пользовался Максим Кирович, фотографии, копии приговора о расстреле Амосова из архивов КГБ. Музей является подлинным домом, перевезенным из глухого переулка. Там он жил в нем с 1925 по 28 год. Дом-музей был открыт в 1987 году, к 90-летию Максима Амосова. В мемориальной комнате посетители могут увидеть письменный стол, за которым он работал, его личные вещи. Максим Кирович являлся крупным партийным публицистом, перу которого принадлежат свыше 300 статей, брошюр и книг. Имеется около 180 текстов, речей и докладов, 70 писем и другого. Всего около 600 названий. При полном их собрании они могли бы составить несколько увесистых томов, представляющих ценнейшее духовное наследие автора. Почему его имя стало таким очень важным, дорогим, близким для всех якутян? Потому что также, несмотря ни на какие сложности, сегодня в Якутии идут эти преобразования, и политические, и экономические, и духовные преобразования. Это налицо, поэтому с его именем связывается, наверное, и сегодняшний день. Сегодняшнее наше понимание нашей государственности. Знаете, чувств так много. Они переполняют и меня, и сына. А там в Москве Яна Максимовна, которая, к сожалению, не смогла приехать, она заболела. В основном чувство радости, волнения и глубокого уважения к народу, который не забыл, который помнит. Причем он помнил не только в то время, когда память, ну, если можно так выразиться, поддерживается властью, но и тогда, когда это было вопреки власти, что самое ценное. И нас просто переполняет чувство благодарности правительству республики. И мы знаем, что президент Михаил Ефимович Николаев уделял очень много внимания и лично, несмотря на свою занятость, контролировал вот все эти мероприятия. Особенно, когда он принял решение о проведении юбилея Максима Кировича, нашего папы, 2 года назад. Тогда обстановка была очень непростая для принятия такого решения. В день столетия славного сына республики Максима Кировича Амосова 22 декабря к его памятнику у мемориального дома-музея состоялось возложение венков, в котором приняли участие председатель правительства Республики Федоров, дочь Максима Кировича, помощник депутата Госдумы Российской Федерации Зои Афанасьевны Корниловой, Лена Максимовна Амосова, руководящие работники правительства и парламента республики. Во всех юбилейных мероприятиях, посвященных столетию выдающегося государственного, общественного и политического деятеля Амосова, было подчеркнуто высокое умение и способности разбираться в важных экономических, хозяйственных, индустриальных вопросах. Сегодня мы пристальнее вглядываемся в личность Максима Кировича, пытаемся зарядиться его энергией и идеями, и это помогает нам быть оптимистами. Имя его бессмертно, и республика достойно отметила столетие легендарного Максима.